сегодня открываем, поэтому, коллеги, если можно, включить связь с колесом, с ВДНХ, с колесом обозрения. Да. Вот, Амиран Зинукадович Муцуев, вы, может, его помните, они инвестировали в парк развлечений, остров мечты, и вот, несмотря на сложности, и экономические, и финансовые, тем не менее, в короткие сроки такой проект, красивый очень проект, который будет, конечно, популярный, один из самых популярных в Москве. Предполагаем, что будет посещать 2,5 миллиона человек в год. Там можно не просто прокатиться, но и отметить там день рождения, свадьбу сыграть и так далее. То есть такие комфортные кабины, которые вмещаются до 15 человек, действительно, вот такое это уже современное абсолютно сооружение. Если можно, Амирану дадим слово. Пожалуйста, Амир. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Сергей Семенович. Как Сергей Семенович упомянул, парк развлечений мечты – это крупнейший крытый парк развлечений в мире. За 2,5 года его уже посетило 7,5 миллиона человек. Но, несмотря, как сказал Сергей Семенович правильно, на все трудности, мы приступили к строительству самого высокого колеса обозрения в Европе. Его высота 140 метров. Это уникальное в техническом плане сооружение, которое может вращаться при температуре минус 15, на котором находится 30 кабинок. Все кабинки закрытые, отапливаемые, с кондиционированием, с вентиляцией. И за 3 года, короткий срок, мы его построили, и сегодня мы его запускаем. Спасибо вам большое. Надеемся, Владимир, что у вас найдется в будущем время посетить и увидеть. На самом деле это уникальное в техническом плане сооружение. Хотелось бы, чтобы вы увидели это своими глазами. Спасибо большое. Спасибо. Ну, конечно, уникально, 140 метров высотой. Конечно, в Европе такого нет. Конечно, уникально. И вам спасибо большое за то, что вы развиваете вот это направление отдыха, развлечений в Москве. Для людей это очень важно, иметь возможность отдохнуть с друзьями, с семьей. Как, кстати, работает ваш парк, где вот, мне тоже удалось побывать, и о котором сейчас Сергей Семенович вспомнил. Хорошо, было, конечно, сложно, потому что мы открылись и попали в разгар пандемии. Через 2 недели нам пришлось закрыться. Потом мы открылись. В парке мы создали более 3500 рабочих мест. Тем не менее, за 2,5 года Владимир Владимирович его посетило 7,5 миллиона человек. Но мы вот также на его развитии не остановились. И мы приступили к строительству открытого парка площадью 26 гектар. И через 2 года мы на той же территории откроем еще и открытый парк. И объединим крытую часть с открытой частью. Это рядом, да, получается? Рядом, да. Сама территория Нагатина 100 гектар, пятно застройки острова мечты составляет 26 гектар, это 560 тысяч квадратных метров под крышей, высотой 39 метров, а рядом мы сейчас приступаем к строительству открытого парка аттракционов, и посетитель может за... Москву-реку на Затон, и там будут созданы пляжные еще территории, бассейны с подогревом, так чтобы можно было месяцев 6-7 чувствовать в Москве пляжный сезон, с учетом того, что у нас много очень туристов из региона приезжает, это очень интересно. Смотрите, Амиран, конечно, такие события, как пандемия, мешают этим видам бизнеса, которым вы занимаетесь, но вот открытая площадка, она меньше всего будет страдать от ограничений пандемийного характера, поэтому двигайтесь вперед, тем более, что Москва и мэр Москвы старается и оказывает реальную, серьезную поддержку бизнесу, который попадает в сложные ситуации в связи с событиями подобного рода эпидемиологического характера. Вам спасибо большое и удачи. Спасибо. Будем развивать и дальше. Спасибо. Владимир Ильич, и следующий